В России они коней на скаку остановят и тонну молока с буренки надоят. В сельском хозяйстве Татарстана каждый третий работник – женщина. Как оказалось, пишут о них и показывают тоже женщины. В преддверии 8 марта Марат Ахметов встретился с представительницами СМИ и рассказал, как будут развивать АПК. На месте встречи в агропромпарке министра ждали не только корреспонденты. Этим видео воспользовались и как-то, я не знаю, портят имидж агропарка. Да, конечно, никаких червяков нету. Мать и сын Гелизеевы продолжают защищать свою репутацию. В их мясе якобы нашли червей. Что это, конкуренция? Другой продавец-производитель Ольга Фролова уверена, мясо точно не испортится. Здесь все прилавки оснащены холодильниками. Сейчас этот же температурный режим, что в холодильнике, что и здесь одинаков. Поэтому мясо свойства свои никак не теряет. Налаживается не только внутренний, но и внешний рынок. Эта цель уже на осень текущего года и коснется экспорта молока. Совсем скоро татарстанский продукт оценят в Китае. В этом году особо, тем более по майским указам, мы должны к 2024 году 2 раза увеличить экспорт продукции сельского хозяйства. Мы, я думаю, к осени отработаем дорожную карту продвижения молочной продукции Китайскую Народную Республику. Объем спроса местного населения на сельхозпродукцию не изменится, а вот структура потребления будет другой. Изменения коснутся и закона о потребительской корзине. Уже к 2021 году россияне начнут употреблять больше фруктов, овощей, мяса и рыбы. Пока же все силы республики направили на подготовку к весенне-полевым работам. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ Казань.